Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Мои милые, тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Что он особенно ценит в вас? Если тема вам интересна, посмотрите на песочек, подумайте о своем мужчине, назовите его и себя по имени и, соответственно, задайте такой вопрос. Что он особенно ценит во мне? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, что же он особенно ценит в вас? Прекрасно. Вот кто видит, тот видит. Кто со мной давно, тот все видит. Ну, здесь знаки, конечно, как на подбор. Прекрасно, просто прекрасно. Ну, давайте я начну, наверное, сначала. Да? Оно же самое основное и оно же самое вкусное. Смотрите, у вас в самом основании идет краб. Видите, с двумя такими клешнями. Такой интересный, милый краб. Вот этот краб – это ваш мужчина, не вы. Это он. И он, словно этот краб, он не умеет ходить вперед, он не умеет ходить назад. Он ходит там со стороны в сторону, да. То есть есть такое понятие, там человек раскачивается, да, либо ему нужно раскачаться. Вот так и ваш мужчина. Он по жизни вот такой, да, его из стороны в сторону бросает, и по жизни он идет не прямо, либо в заданном направлении, да, а вот все как бы его, из пустого до на порожнее, да, вот хочется так сказать. Что он особенно ценит в вас? Да то, что вы сильная, да то, что вы стойкая, и то, что вы всегда четко знаете, куда идти, что делать, как вам исправить, например, ваше положение, как решить проблему. Вы знаете не только за себя, но и за других. Мало того, особое восхищение – это ваша, знаете, какая-то непроницаемость. То есть вы, может быть, внутри, как листочек, все трясетесь, боитесь, переживаете. Но внешне, если перед вами поставлена задача, вы словно локомотив. Не жалея себя, идете прямо на пролом. Это особый дар, особое умение, которым обладают очень многие из женщин. Ну вот, что скрывать, да? Потому что кто, как не я, особенно если детки, особенно если там родители там пожилые болеют. То есть женщина, ее роль, в принципе, изначально вот такая сильная, да. Женщина терпит роды, терпит там всякие переживания, боли и прочее, прочее. Мужчины в этом плане слабые. Вот ваш, он просто балдеет от вашего вот этого умения. Есть, конечно, девочки тоже там прям слабенькие и неуверенные в себе, но это скорее, знаете, как больше отыгрывается время, да, еще время ее не пришло. Вот. Вас он видит настоящее, он видит вашу суть. И его это восхищает. Он считает, что это особый дар, особое умение. Он вот такой клешней, да, вот вас подцепил, ухватился за вас, и вот паровозиком, да, за вами всю жизнь и тянется. Либо у него в намерениях такое, да, вот он думает, о, как повезло, какая сильная женщина, и умница, и красавица, и любому бой даст. Буду-ка я ее держать до последнего, да из последних сил. Вот как-то так идет. Вы для него, смотрите, вы у него главный светоч его жизни. Вы его солнце, вы его светило. Видите, как солнцем он вас видит, девочки. Вы его радуга, вы его счастье, вы его плодородность, вы его, как монетка, ресурсность. Понимаете? И здесь не только про деньги, либо про возможности. Это про вашу силу, про вашу наполненность. Про то, знаете, вот как... Так как любить вы, так как ценить, как уважать, как заботиться. Но вот не встречал, не было. То есть даже мама так за ним не ходила, как вы за ним ходите. То есть в плане того, что там уход и всякие прочие там мелочи приятные. Здесь, конечно, мужчинка блаженство поймал. Просто блаженство. И
Да, может быть, он противный, у кого-то отыграется, что мужчина противный, потому что крабы они такие, у них, знаете, как там в домике, да, непонятно, что там у него творится в этом домике. Он может, знаете, как сидеть там, воздыхать на вас, и тут же вы к нему подошли, а он раз там эту свою шапочку натянул, да, и весь такой вот своими клешнями хлопает, типа угрожающий, да, по факту-то он боится в суп попасть на самом-то деле, боится, что вы узнаете, что он такой слабоватый, вот любит, знаете, как показать себя там острым словом, либо резким словом, да я такой, у меня там то все, а по факту человек все-таки слабенький. Человек вот, ну трудно, понимаете, трудно ему ходить своими дорогами жизни. Ему бы легче, если бы кто-то его там повел, потащил, показал, отнес, вообще идеально бы было. Такой мужчина. Но если его правильно, знаете, стимулировать, если ему, извините, направление пендалями задавать, вот простите за такое слово, но его действительно нужно вот прям подталкивать туда, куда ему нужно идти, то мужчина, в принципе, может многого добиться. Он хороший исполнитель, он хороший, скажем так, можно сказать, ответственный работник, да, вот ему план, задачу директор дал, вот он идет и он работает, но он работает четко по плану, по прописанному, да. Если где-то нужно проявить там, смекалку, да, либо какие-то другие качества, то тут может быть заминка. Вот это вы должны знать про этого человека. Ну, он сам про это все знает. Да. Если вы ему даете какие-то поручения, то он требует, чтобы все прям там было дословно описано. И если где-то нестыковочки, да, то он там скорее вас будет обвинять, что ж ты мне все четко не написала, да, надо мне прям все, а желательно, чтобы прям с фотографиями, да, что как делать, с инструкцией, да. Вот такой человек. Что еще он вас ценит? Ну вот как хотите. Здесь вот ваша именно ваша внутренняя сила, ваше умение идти по жизни, вот такой, знаете, женщиной-амазонкой, победительницей. Когда вы с ним спорите, ругаетесь, смотрите, вы на ножах, да, вы с ножом и он с ножом, ну, с мечом, да, вот вы, когда на ножах с ним ругаетесь, он всегда думает, Господи, какая же она отчаянная, да. Такое впечатление, как будто за ней армия стоит, да, вот как она так вот не боится, как вот она, да, я ж вроде все-таки там физически посильнее, вроде как мужик, да, а вот она вот, да, и он уходит в глубокие думы. Знаете, как бы и злится, и восхищается. Что особенно ценит, да, девочки, он вас ценит, вас, личность вашу, ваш характер, ваш подход к жизни, ваши взгляды жизненные, то, что вы действительно, вот хочется сказать, выносливая, но в хорошем смысле этого слова. Конечно, я понимаю, что вы можете очень многие быть ранимы, и что эта выносливость дается вам там с потом, с кровью, но вы понимаете, он этого не видит, он лишь видит результат. Результат – это то, что вы по жизни идете, с собой его тащите, может быть, на себе еще там тащите, семью, детей. Да, вот этот момент он видит. Еще очень важный момент, который я хочу вам сказать. Вот он кому-то говорит об этом, кому-то говорит о том, какая вы сильная, какая вы классная и как ему повезло в любви. Очень много говорит. И знаете, вот с этим мужчиной вы можете быть спокойны. Будьте уверены, что он никогда вас на другую женщину не променяет. Разве что вы сами его, скажем так, от себя отсечете, отрежете, но он долго еще будет за вами ходить. Тут человек просто так не сдастся. Вы знаете, вот у него мечта какая-то мысль, да, с вами якорь бросить. А если вы уже в паре, в браке, то он, считайте, что он попал в нирвану. Вот такое у него отношение. Знаете, тут до бесконечности, тут идет одно сплошное восхищение вашей силой, вашим умом, вашим каким-то прогрессивным взглядом на жизнь. Можно до бесконечности это говорить. Я думаю, что вы и сами это знаете. По крайней мере, читаете эту информацию в глазах любимого мужчины. Мои дорогие, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.